Эксплианто. Учись, как нужно спрашивать у девчонок, есть у них парень или нет. И сейчас Душанбе. Все чуть-чуть присели. Только начала петь, только начала учиться хип-хопу. Всегда начинающая на себя. У вас скоро выступление? Да. Скажи, пожалуйста, вот честно, ты приехал сюда ради денег или ради еды? Ну, ради кайфа, братан. Эмоции просто зашкаливали. Танцуй! Смущать тебя! Танцуй! Я нашел человека, который в случае чего может заехать по дыне, дать леща. Это блог «Не надо стесняться». Эй, эй, эй! Не надо стесняться. Всем привет, друзья! Всем салам алейкум, с вами ваш покорный, меня зовут Умит Абдулаев, и это новое, абсолютно новое, свежее, еще вот только что взятое с плиты YouTube-шоу, которое называется очень просто «Не надо стесняться». И прямо сейчас мы находимся в замечательном месте, Наврузгох, это ипподром города Душанбе, и сегодня здесь проходит замечательное событие, просто масштабнейшее, я бы даже сказал. Это фестиваль еды и музыки. Естественно, будут очень крутые исполнители, будут хедлайнеры с других стран, и плюс еще будут наши ребята, молодые, заводные, те, кому вот нужно, просто могут зарядить драйвом всю толпу. И, естественно, тут будет очень много всего вкусного. Ну, а как без этого? Это же фестиваль еды. Пойдем прогуляемся, что у нас тут происходит, поговорим с людьми, пообщаемся, кому что нравится. Фестиваль еды и музыки, но ощущение, что фестиваль футбольных мячей и футбольных фанатов. Нужно по мячу фигачить просто, и нужно попасть в бутылку пепси. Попадешь, она твоя. Здорово, чувачок, как сам? Все нормально, супер, все хорошо? да. Это влог «Не надо стесняться», и не стесняйся делать рекламу. Красава. Конечно. Давай, рассказывай, что ты тут делаешь, как ты тут, с кем ты тут? Я веду вот это вот небольшое мероприятие, то есть футбольная зона Пепси. Нужно просто попасть по бутылке Пепси и получите такую же 0,5 в подарок. Все очень просто. Окей, сам попадал? Нет, я даже не пробовал. Ты смотри, какой хитрюк. Ну давай мы попробуем, что ли? Давайте. Все, давай, ставь нам мяч. Давай. Он сказал бог, ребята. Джонни, что ты тут делаешь? Ну, как у нас прыжки с мешками. Бузург, я чувствую, мы сегодня наиграемся просто за все детство, реально. Окей, а что нужно делать? Ну, надо вот просто одевать мешок и прыгать туда и обратно. Ты тут ради денег, ради еды, ради артистов, ради чего вообще ты тут? В общем, я сам шоумен, я как бы еще диджей. Как бы мне сказали, что здесь будет там диджеи, всякие разные шоу. Я лично для шоу пришел. Окей. И заодно, как бы я люблю веселить детей. И вот то же самое. Как бы, когда мне позвонили, сказали то, что вот Пепси приглашает себя сюда. Я говорю, хорошо, я с ним договорился, я согласился, пришел сюда, вот с детьми веселимся туда-сюда. Отлично, супер. Я люблю веселить детей. Говорит прям как Майкл Джексон. Тьфу-тьфу. Ладно, Джонни, тебе удачи. Спасибо, давай, пап. весели как можешь. Хорошо, я уверен, ты это сможешь. Ребятки, это фестиваль не только еды и музыки, это еще и фестиваль волшебства. У нас тут все персонажи, походу, из Гарри Поттера, но не знаю, какой из эпохи это аниме вообще. Окей, ты у нас Гарри Поттер? Да. Наколдуй нам что-нибудь. Эксплианто. Что это значит? Эксплианто означает, что палочка, она или что-нибудь она шло, или исчезло, что-то такое. Бузург, взлетай! Давай еще. Народ, откуда вы у нас такие нарядные и красивые? В смысле, откуда? Мы здесь все местные ребята, и мы все те, которые любят культуру разных стран, культуру Японии, культуру Гарри Поттера из разных миров, короче. Окей, то есть вы косплееры? Да. А кто ты у нас? Наши Гарри Поттер. Младший? Старший? Бузург, не путай, младший, старший. А ты у нас Гермиона Грейнджер? Да. Да? Да, черт подери, это Гермиона Грейнджер. Ребятки, это блог, не надо стесняться, вы сейчас можете все, что хотите сказать в эту камеру. Ну, что сказать? Отдыхайте, ребята, живите, пока есть возможность. Всем понятно. И давайте вместе какое-то заклинание, все вместе, давайте. Подождите, еще раз. Всем понятно? А вы у нас кто? Айзенсовский. Как? Айзенсовский. Вот Айзен. Окей, я не знаю, этот персонаж, откуда он у нас? Аниме Блич. Если кто смотрел. Ты увлекаешься аниме? Да. Окей, какая твоя суперсила? Иллюзии. Мощь иллюзий, ну и души. Круто, наколдуй нам
нам что-нибудь. Что могу сказать? Ну, сейчас здесь нет, а простая иллюзия. Я сижу где-то там, пью, пивка. Как тебя зовут? Шахноза. И кого ты сегодня у нас играешь? Из Аркадски. Это не мат, друзья, это Акацкий так зовут, да, а ты? Я тоже Акадский дуэт. Это дуэт Акацкий, окей. В чем ваша суперсила? Ну, наемники-убийцы, в общем. Да, у нас разные глаза, Шаринган, например. Бузур, зови их! Где ребята? Милиция, блин, тут киллеры ходят спокойно. Я вам хочу заказать нашего оператора. Дело в том, что когда я работал, он сидел и ел. Это очень плохо. Я хочу его заказать, как вы его убьете? Заходите в ВК, пишите на ВС и все. Что-то как-то все слишком просто, паленые вы. Ну что ж, друзья, продолжаем ходить по развлечениям. Сейчас проверим, какой же все-таки силы у меня удар. Это очень круто. Можно добить уже? Можно. Все, окей. Какой был рекорд? Что? Рекорд. Больше будет рекорд. Серьезно, выше 700 пепси в подарок. Ребят, в 2 конкурсах с мячами мне не повезло. Думаю, хоть в этом мне повезет. Нет, Бузург! Бузург, это не мой день! Это не мой день просто! Что творится просто? Он технику просто изучил, он знает, куда бить. Как тебя зовут? Тахмина. Тахмина, вот у тебя очень интересная надпись. Я не знаю просто, как это сказать. Спроси у меня, ты говоришь, да? Да. Как бы спросить. Да. То есть я могу спросить все, что хочу. Ну, желательно, чтобы это касалось нашего фестиваля сегодняшнего. Нашего фестиваля. Окей, Тахмин, скажи мне, пожалуйста, ты сегодня пришла ради еды, ради музыки или ради денег? Ради третьего я не могу прийти, потому что нам за это, увы, не платят. Я пришла ради эмоций. Окей, вот смотри, что б ты выбрала? Полгода без еды или полгода, скажем, без своего парня? Ну, так как у меня нет парня, я бы выбрала полгода без своего парня, которого нет. Без еды я не могу. Бузург, учись, как нужно спрашивать у девчонок, есть у них парень или нет. Окей, Тахмин, тебе спасибо большое. Это был блог «Не надо стесняться». Я обязательно свяжусь с тобой, тем более парня у тебя нет. Друзья, мы, прогуливаясь, увидели очень красивую девушку. Как вас зовут? Насиба. Насиба, скажи мне, пожалуйста, вообще, чем ты по жизни занимаешься? Творчеством. Пою. Серьезно? Да. На фестиваль еды и музыки пришла поющая девушка. Это круто. А можешь прямо сейчас что-нибудь слабанить, спеть что-нибудь? Вот прям вот. Что спеть? Из своего, раз ты поешь, у тебя же есть какие-то, вот, да, свои авторские песни? Ну да. Не, авторских нету. Просто... В общем, я занималась. Мы тебя пропиарим. Итак, поехали. Пиар Насибы. Друзья, это новое YouTube-шоу «Не надо стесняться». У нас в гостях очень крутая певица, исполнительница Насиба. Да, она очень круто поет, несмотря на то, что она только начала. У нее очень много каверов. Подписывайтесь на нее. Как тебе в Инстаграме? Суробова 17. Суробова 17. Все поняли? Все подписываемся. Дядя Умит советует. Ладно, Насиба, теперь серьезно. Ты чего ради сюда пришла? Ради музыки, ради еды? Танцы. Ради танцев? Танцы, да. И в каком направлении ты танцуешь? Оп. Только начала учиться. Только начала петь, только начала учиться хип-хопу. Всегда начинающая Насиба. Кажется, у них скоро выступление. У вас скоро выступление? Да. Скажи, пожалуйста, вот честно, ты приехал сюда ради денег или ради еды? Ну, ради кайфа, братан. Ради кайфа. Парень знает, что поет Мияги и Эндшпиль. Не надо стесняться. Не надо стесняться. Да, не надо стесняться. Не надо стесняться. Не надо. Не надо. Отлично, супер. Он запомнил это название. Давайте пойдем дальше. Стоит такой, смотрит на меня. Что такое? Кто такие? Кто сюда пустил, Алишер? Начались. Пацаны! Чё? Не надо стесняться. Не надо стесняться. А у вас есть аккредитация брать интервью территории юмора? Поэтому, друзья, мы идем дальше. Скажите, Далер, вы тут ради денег или ради еды? Я просто за кипиш. Он за любой кипиш, кроме голодовки. Далер, скажите, пожалуйста, какое у вас сейчас настроение вообще? С каким настроем вы приехали? Ну, с хорошим настроем, чтобы порадовать нашего зрителя в городе Душанбе.
Ну, в общем, немножко разукрасить и добавить юмор в этот прекрасный праздник, фестиваль еды и музыки. Отлично, будет мясо И сегодня? еще это с мотом сфоткаться. Это, по-моему, все резиденты юмора ради этого и приехали. Чисто сфоткаться с мотом. Нервы и голода, мудрость ничего, их погружение, Наводи с нами мудрость, это и стали, твои нервы печени дали. Скажи, чем они тебе стали, золото школы, сотни медалей, и косой запахом молитв. И сейчас Душанбе. Все чуть-чуть присели. Давай, все чуть-чуть присели, танцпол. Раз, два, три, путь! Друзья, собственно, почему я пришел на Energy Battle, уже видно, да? Уже видно. Это Санам, друзья, несмотря на то, что она выглядит очень хрупко, очень нежно, это нереальный танцор, я так понимаю, да? Потому что иначе бы ее не посадили в жюри Energy Battle. Окей, расскажи, что тут происходило, как, что ты вообще ощущал, какие эмоции? Эмоции просто зашкаливали. Я увидела, как новое поколение танцует. То есть в наше время еще не было так много команд. И сейчас это прям вот море впечатлений, воспоминания. Танцоры все просто молодцы. Я очень рада, что в нашей стране они продвигаются, как-то двигаются, что у них есть стимул работать над собой. Я надеюсь, что такие батлы у нас будут проходить почаще, потому что нашему народу это будет давать больше стимула двигаться вперед, танцевать и делать этот мир, в принципе, лучше. Рядом со мной находится директор победителей сегодняшних Step Up Crew. Его зовут Ильхом. Ильхом, пару вопросов тебе. Во-первых, кто эти молодые дарования? Вообще, как ты их нашел? Это, если честно сказать, это мои бриллианты. Это бриллианты Step Up Dance Studio. Сколько вы готовились и что ты можешь пожелать всем начинающим танцорам, дэнсерам? Сначала я хочу пожелать как бы начинающим танцорам, чтобы верить в себя. Это самое главное. Да, девочки? Рядом со мной Фред Занджабиль Бро. Вот это пацаны! Окей, Фред, расскажи вообще, сколько длится батл, кто стоял у истоков и вообще как сюда попасть? Мы вот ежегодно Excel Energy Drink делает такие проекты, мы каждый ежегодные батлы устраиваем, и у нас 2 дня было этих битв, первый день у нас было по брейкдансу, второй по хип-хопу, и было очень круто, каждый год мы стараемся делать такие огромные чемпионаты, чтобы для развития молодежи, чтобы у молодежи был выбор, чем заниматься, чтобы у них были любимые дела. Так что мы за развитие хип-хоп культуры в нашей стране. Спасибо. Друзья, если бы вы были тут, вы бы почувствовали эту энергетику, почувствовали бы, насколько это круто и насколько это все нравится людям. Действительно, круто, чем больше будет у нас таких вот молодежных движений, как брейк-данс, батл и все такое. В общем, чем больше будет дел у молодежи, тем лучше она будет развиваться и идти вперед и представлять нашу страну на международных аренах. А это, ребятки, участники. Не надо стесняться, друзья, не надо стесняться.
друзья, тут гуляли и наткнулись на очень красивую девчонку. Как тебя зовут? Сабрина. А тебя? Негора. Негора, Сабрина. Мои любимые имена просто. Ладно, скажите, пожалуйста, девчонки, вам тут вообще нравится? Да, конечно. Даша. Вы ради еды пришли или ради музыки? Ради музыки, естественно. А как же еда? Ну, еда здесь дорогая для нас слишком. Да. Слишком. Это очень честно. А ты ради еды или ради музыки? Еды. А вы сами-то готовить умеете? Да. Не, честно, я умею только жарить картошку, яйца и все. Картошка и яйца умеет жарить уже мечта любого мужика. Хорошо, а ты что умеешь готовить? Я самбусашки. И все. И все, картошка, яйца, самбусашки. Пацаны, хотите все вместе, берите их разом в жены. Танцуй! Засмущать тебя! Танцуй! Ассаламу алейкум! Салам, Душанбе. На востоке, что за небо без луны? На востоке. Я поймал человека, который все это организовал. Лайло Тагаева, друзья. Она столько бегала, но от нас не убежишь. Лайло, давайте рассказывайте. Как ощущение от того, что вы это все сделали? Столько людей собрали. Понятия не имею, но ощущение хочется поспать. Недели две. Вот так. 2 недели поспать, это не про вас, я знаю. Вы целыми днями на работе и работаете. Окей, Лайло, кто вам вообще во всем этом помогал? Вы сейчас прям можете поблагодарить абсолютно всех своих партнеров. Боже, ну это в первую очередь команду, во вторую очередь партнеров, которые поддержали нас финансово, в-третьих, наших гостей, которые поддержали эту идею и вот сейчас получают удовольствие. Очень красивая девушка, которая делает красивые ивенты. Лайло, вам спасибо большое. Еще увидимся обязательно. Наших судеб и снов там останемся двое. Как вот там настроение? Это Душанбе, детка! Подъездом просто цепляю монеты, золото или Азия, тут запах кальяна. Мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае. Все танцуют. Мама, я в Дубае, мама, я в Таджикистане. Народ, мы прямо сейчас на сцене, рядом с Муборизом. Скажи пару слов. Здесь все супер, все очень классно. Фестиваль еды и музыки в городе Душанбе. Все супер! Давай! Улыбайся! Давай, идем! Эй! Улыбайся!
Так нужно зажигать! Давай! Это блок «Не надо стесняться». Эй, эй, эй! Друзья, по окончанию концерта хочется, конечно, спросить впечатление у людей. Я нашел человека, который в случае чего может заехать по дыне, дать леща. В общем, все, что с этим связано. Чемпионка мира по тэквондо. Как тебя зовут? Фарзона. Просто Фарзона. Я просто ничего лишнего говорить не буду. Окей, Фарзон, как тебе? Понравилось, нет? Да, очень. Что больше всего понравилось? Еда или музыка? Музыка, конечно. Ты не ела сегодня ничего? Ела. Рассказывай, действительно, под какую песню ты больше всего просто отжигала, танцевала или подпевала просто? Под всей почти. Друзья, если честно, мне очень хочется жить, поэтому я отпускаю Фарзону. Тебе удачи, всего доброго и успехов на соревнованиях. Окей, пока. Помимо молодежи, тут были и еще моложе люди. Да, как вас зовут? Очень. Меня зовут Замира. Замир, вот честно, вот больше 18 я бы вам не дал. Я тоже так думаю. Даже если был окружным прокурором, Я тоже серьезно. думаю, да, плюс 18. Да, Замир, вам понравилось все? Мне очень понравилось. Очень-очень. Давайте честно. Праздник понравился, и музыка, и все, что организаторам спасибо. Отлично, честно, вот давайте только честно, да? Это шоу «Не надо стесняться», поэтому не надо стесняться отвечать. Вы пришли ради еды или ради музыки? Ради музыки, чтобы отдохнуть. Ради группы Ялла? Группы Яла, да. Отлично, песни И молодости. вообще хотелось бы побольше бы вот таких мероприятий, которые собирают всех людей. Вам огромное спасибо, Замира, за то, что поделились своим мнением. Так, теперь к тебе. Фанат Марвел, повернись туда, пусть все увидят. Фанат Марвел, за кого? За кого ты топишь? За Айронмена, за Капитана... За Железного Человека, только жалко, его больше не будет показывать. Чувак, это просто за живое, просто вот задел. Я ж так переживал. 3000... we love him 3000. Вот именно, я понимаю английский. Окей, мэн, а я просто нет. Хорошо, как тебя зовут? Улугбек. Улугбек, как тебе? Понравилось, нет? Ну, понравилось, тем более, если еда есть, я такой, о. Да, он Бузург, он наш человек, он ради еды пришел или ради музыки? Ну, знаете, и то, и то. Так давайте определяйся, ты на нашей волне или нет? На вашей, ну что на вашей? Окей, на нашей. Еда, мы любим тебя. Друзья, я нереально устал, пока танцевал и плясал. Действительно очень крутая атмосфера. Один из самых крутых фестивалей, на которых я вообще за все свои 27 лет побывал. Спасибо огромное рекламному агентству Пурнур и всем вообще тем, кто участвовал в организации этого замечательного действия. Спасибо Моту, спасибо группе Ялла, всем нашим артистам молодым, которые пришли, зажигали толпу, диджеям спасибо, ребятам из Узбекистана спасибо, что приехали и помогли. В общем, это был блог «Не надо стесняться», друзья, дальше больше, дальше лучше. И действительно, помните одно, с вами был Умит Абдулаев, Бузург, наш оператор, и в конце хочется сказать, ребят, не надо стесняться, если что-то хочется, просто делайте. Всем пока! Не надо стесняться.